Айсен Николаев расскажет о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день. Ситуация достаточно напряженная у нас. К сожалению, за последние дни мы видим определенный рост заболеваемости. Сегодня 62 новых случая коронавирусной инфекции по республике зафиксировано. Из них 39 по городу Якутску, 10 в Хангаласском районе, ну и по ряду районов, таких как Нерюнгринский, Мирнинский, Алданский, там единичные случаи. Так, по Хангаласскому району хочу остановиться отдельно, потому что, к сожалению, в эти дни этих случаев уже много, и это связано с заболеванием в Мухсогловском психоневрологическом диспансере. К огромному сожалению, за последние несколько дней у нас в 3 социальных учреждениях, 2 из них в городе Якутске и 1 в Хангаласском районе, зафиксировано практически 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией постояльцев этих социальных учреждений, домов престарелых, психоневрологического диспансера. Это говорит о том, что, к сожалению, Министерством труда не были извлечены уроки из той ситуации, которая недавно у нас случилась в Томодском психоневрологическом диспансере, где у нас свыше 50 человек было заражено новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, имели случаи и летального исхода. Но, судя по всему, еще раз говорю, соответствующие выводы не были сделаны. И такое массовое заражение в 3 подряд учреждениях говорит о том, что соответствующие меры не приняты руководством Министерства труда, и мною дано поручение администрации главы правительства республики совместно с правительством рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководства Минтруда за случаи заражения людей в социальных учреждениях республики. Мы никоим образом не должны расслабляться, несмотря на определенный такой спад по городу Якутску, в целом стабилизацию ситуации в Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском районах и по ряду сельских территорий. Коронавирус далеко не побежден. Сейчас надо понимать, что уже начинается период, когда люди возвращаются из отпусков, возвращаются дети в школы с 1 сентября. И, конечно, в этом случае мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить распространения болезни в общеобразовательных учреждениях, детских садах, учебных заведениях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях. Соответствующий указ мною будет подписан по принятию всех мер для обеспечения безопасности наших детей при учебном процессе, который 1 сентября у нас по всей стране начинается. Достаточно много вопросов ко мне поступает по вакцинации от гриппа. Мы планируем, что до 1 октября этого года мы вакцинацию по гриппу среди школьников полностью должны завершить, должны провести. Ну и, конечно же, мы очень ждем, что в скором времени вакцина от коронавирусной инфекции уже начнет поступать в регионы. В первую очередь это будут обеспечиваться медицинские работники, работники образования, ну и вообще массовая вакцинация, как докладывает министр здравоохранения Российской Федерации, она уже после 1 января начнется по всей стране. И поэтому сейчас наша главная задача — максимально уберечь население от распространения коронавирусной инфекции. Завтра будет приниматься решение по продлению ограничений, так как эпидситуация у нас не улучшается. В целом те ограничительные меры, а их у нас осталось не так много, они будут пролонгированы, но вместе с тем некоторые послабления все-таки с учетом ситуации, с учетом того, что по городу Якутску ситуация, еще раз хочу сказать, что достаточно стабильная последний месяц, тоже будут приниматься. Об этом уже сообщим завтра по подписании моего указа. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в республике. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех, в том числе для медиков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Первые партии препарата будут выпущены в течение 2